Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане реорганизуют Министерство сельского хозяйства. На юге Ашхабада установят предположительно 25 статуй зарубежных литераторов. Туркменская делегация изучит опыт Дубая и Абу-Даби в градостроительной сфере и другие новости. Президент Туркменистана подписал указ о реорганизации Министерства сельского хозяйства. Согласно документу, на базе Минсельхоза создан ряд новых отраслевых ведомств. Государственное объединение Туркмен-Гала Өнімлері, Государственное объединение пищевой промышленности, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности, Государственный концерн Туркмен-Пахта и Государственное объединение Туркмен-Оба-Хизмат. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым Хакимлику города Ашхабад разрешено заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство в жилом массиве Парахат-7 города Ашхабад, общеобразовательных школ и детских садов с благоустройством прилегающих территорий. В культурно-парковом комплексе Махтум-Кулифраги на юге Ашхабада помимо монумента туркменскому поэту и мыслителю будут установлены скульптуры зарубежных литераторов. Среди претендентов находятся выдающиеся деятели литературы Германии, Великобритании, Франции, России, Турции и других стран. Президент Туркменистана подписал распоряжение, в соответствии с которым делегация страны командирована в города Дубай и Абу-Даби. Документ подписан в целях дальнейшего совершенствования и модернизации города Аркадак, в частности, обмена опытом по внедрению в этом городе инновационных подходов в сферах искусственного интеллекта, экономики будущего, образования, урбанизации, здравоохранения, а также для обсуждения вопросов международного сотрудничества. В этом году в Туркменистане будет посажено 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Обеспечить посадку предписано министерством и отраслевым ведомством, хакимликом городов Ашхабад и Аркадак, хакимликом вилаятов и другим учреждениям. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о значительном повышении государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок, начиная с урожая 2024 года. Граждане коммуны Сена-Порт во Франции на референдуме одобрили запрет на использование смартфонов в общественных местах. Пользоваться устройствами можно только для звонков. Использование телефонов во время ходьбы по улице, отдыха в парке, в магазинах, кафе, ресторанах, а также родителям, ждущих детей у школы, отныне запрещено. Для определения маршрута вместо онлайн-карт рекомендуется обращаться к прохожим. Популярная певица Дуа Липа поделилась с поклонниками грандиозными планами на будущее. Она сообщила, что написала 97 песен для своего 3-го студийного альбома. Все композиции Липа записывала вручную в обычный бумажный блокнот, который она с гордостью продемонстрировала на шоу «Джимми Киммел» в прямом эфире. Ашхабадский футбольный клуб «Алты-Насыр» договорился о проведении товарищеского матча против московского «Локомотива», сообщила пресс-служба российской команды. По данным источника, контрольная игра состоится в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в ОАЭ. Встреча запланирована на 16 февраля. Матч начнется в 18:00 по ашхабадскому времени. Президент Ассоциации футбола Центральной Азии Рустам Эмомали Рахмон обратился к Организации Объединенных Наций с призывом принять резолюцию и официально учредить Всемирный день футбола. В настоящее время Всемирный день футбола неофициально празднуется 10 декабря. Предлагаю на мировом уровне признать роль футбола и официально учредить Всемирный день футбола в ООН, приняв соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи. Приводит слова Эмомали информагентство Ховар. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.